Испытано на себе. Друзья, мы рады приветствовать вас на канале Якутия-24, в эфире передача «Испытано на себе». Сейчас мы этот выпуск начинаем с транспортного узла нашей республики, это поселок Нижний Бестях. За моей спиной находится грузовой вагон, это грузовой тупик, такой железнодорожный, где происходит разгрузка продуктов, которые буквально в скором времени окажутся в самых северных арктических регионах нашей республики. Сегодня мы поговорим про компанию Якут-Апторг, узнаем много всего интересного. Ну и, конечно же, предлагаем вам заварить немного чаю, расположиться поудобнее. Сегодня будет много интересной информации, как я уже говорил. Ну что, сейчас перед нами фура, контейнер, в который сейчас загружаются продукты питания. Это сахар, по-моему, да? Сахар привезли? Да, здесь полный вагон сахара, и именно отсюда начинается движение, логистические движения по нашей республике. То есть из Хабаровска приходит поезд, дальше идет погрузка в этот автомобиль. Этот автомобиль двигается на склад компании Якут-Апторг, но об этом чуть-чуть попозже. А сейчас давайте посмотрим, как происходит разгрузка вагона. Так, ну что, в отличие от пассажирских вагонов, чтобы попасть в грузовой вагон, контейнер, нужно подняться по вот такой лестнице. Здравствуйте. Так, здесь практически уже закончилась погрузка. Как видите, сахар находится уже в контейнере. Осталось буквально где-то сколько мешков? Совсем немного. Сколько времени уходит на разгрузку вот такого вагона? 2 часа. Вот так вот, друзья. Ребята полный вагон разгружают за 2 часа. Можно вам помочь, да? Попробую. Сколько весит? Сколько? 50? 50 килограмм. Надо было размяться немного. Ох, нормально. Правильно беру? Нет? На плечо, да? Так. Вот так вот делают профессионалы. Так. Это как на прогиб, да? Тазом. Так. Так. Ну это не просто. Парни, ну вообще. Ну что, друзья, надо сказать, очень нелегкая эта задача, особенно когда мешки уже нужно брать с пола. Это очень-очень нелегко. Так, друзья, ну что, впечатление прямо без, конечно, разминочки, но вроде получилось. Но вот этот последний мешок, который приходилось уже брать с пола, очень достаточно сложно мне дался. Сейчас задача на этом не заканчивается, то есть весь сахар уже был перегружен в автомобиле, контейнеру, он сейчас направляется на склад. Ну а сейчас задача грузчиков
полностью вычистить весь вагон, привести его в порядок. Ну давайте им тоже в этом поможем. Так, ну что, вагон убран. Сейчас, скорее всего, да, сейчас его закроют. И будет еще, да, другой вагон? Или это последний? 4 вагона. 4 вагона только компании Якут Апторг должны разгрузиться здесь. А тут с этой стороны, посмотрите, здесь, так как это железнодорожный тупик, конечно, все, что доставляется грузовыми вагонами, поездами, все пока складируется здесь, потом уже разводится по фирмам, по компаниям. Испытано на себе. Друзья, ну что, сейчас мы отъезжаем от грузового терминала железной дороги в Нижнем Бестяхе. Также хотелось бы сказать, что, конечно, железная дорога это даже не о пассажирских перевозках, а скорее всего для нашего региона большую значимость играет именно грузовые перевозки, потому что бесспорно очень большой объем грузов можно перевести с помощью поездов грузовых. Также около Нижнего Бестяха, я могу ошибаться, но уже, по-моему, введен в эксплуатацию, либо уже в скором времени будет введен грузовой терминал именно для судов. То есть я думаю, что многие из вас видели, кто переправляется, например, летом около паромной переправы стоят большие краны. Это новый грузовой терминал. Ну а сейчас мы направляемся на склад компании Якут Апторг, который находится здесь, в Нижнем Бестяхе. Это некий такой аккумулирующий склад, куда поступает вся продукция, весь груз с железной дороги. Доставка идет не только в дальние арктические районы, но также есть доставка по городу Якутску. То есть любой житель Якутска может приобрести продукцию по оптовой цене, и вам ее еще доставят на дом. Мы об этом тоже поговорим в этом сюжете, как это можно будет сделать. Ну и хотелось бы сказать, что, немного забегая вперед, об этом тоже мы поподробнее расскажем. Продукцию развозят не только по земле, но и по воздуху. Многие из вас, наверное, уже видели новости, когда самые северные арктические районы, где нет возможности приземлиться малой авиации, сбрасывали картофель, сбрасывали продукты с парашютов. Все это делает компания Якут Апторг. Вот. Ну что, дорога достаточно длинная у нас, мы можем об этом бесконечно рассказывать, но лучше все увидеть своими глазами. Итак, друзья, сейчас мы приехали на базу компании Якут Апторг в Нижнем Бестяхе. Вот это оптово-розничный магазин, где практически все заречные улусы отсюда развозят. Также предприниматели приобретают оптом и в розницу продукты питания. Вот, значит, система такая: по железной дороге приходит груз, затем на фуру разгружается и привозят именно на этот склад. Давайте зайдем. Склад очень большой, масштабный, и вся эта продукция затем уходит в арктические улусы. Да, Артем Александрович, мы сейчас находимся на складе. Можете поподробнее вообще про эту территорию рассказать? Я так понимаю, что у нее есть тоже интересная история. Да. Эта база была строена с 2019 года, с декабря месяца. Нами на данный момент построено на 2 холодных склада общей площадью 1500
1000 квадратов, что способно обеспечить до 2500 тонн груза. На данном моменте у нас на складе, где пришли сахар, в объеме 10 вагонов, на складе расположено на 680 тонн сахара, что составляет 10 вагонов. 4 вагона еще находятся в пути и 4 на погрузке. Этот весь сахар уходит у нас на Зимник, на Вилюйскую группу районов и на Арктику. То есть весь, получается, все с железнодорожных вагонов загружается сюда и потом уже распределяется по Арктике. Нижний Бестях на данном этапе у нас выступает как основной опорный путь на приемку грузов и уходов их на Арктику. Данная база начата строиться у нас с декабря 2019 года, в самое холодное время года, чтобы уйти от арендных площадей для снижения накладных расходов, что позволяет нам снизить себестоимость и на снижении себестоимости, снижение накладных расходов увеличить объем. Ну действительно, то есть вы тратите меньше на аренду, у вас все в собственности, свои склады. Своя техника. И большим объемом продукции вы можете как бы больший объем закупать. Да. Правильно? Ну что, друзья, здесь мы стали свидетелями того, как на холодный склад загружаются сыпучие продукты. Ну а сейчас мы с вами посмотрим, как доставляются самые вкусные, возможно, что самые желаемые продукты для новогоднего стола. Это, конечно же, фрукты, мандарины, лимоны, в общем, витамины, как они поступают в арктическую зону улусов. Давайте сейчас переместимся на склад Пятитысячник. Испытано на себе. Ну, по нашей задумке, вот мы тут все разобрали, вот это как бы зона выгрузки в теплых условиях. Аналогичную базу мы построили в поселке Нижний Бестях, и тем самым как бы мы уменьшаем все риски межсезонья. Допустим, в Нижнем Бестяхе в теплых условиях на сегодняшний день разгружается вот фура фруктов. И работники работают в достаточно комфортных условиях. Вот сейчас вот происходит выгрузка мандаринов. Сегодня мы завершим выгрузку этой фуры, и все это поедет в арктический улус. Осенью у нас все было заполнено. Мы все овощи, фрукты отправили в навигацию, арбузы, яблоки, и картошку, овощи, в общем, лук. И вот сейчас перед Новым годом у нас был план по доставке расширенного перечня социально значимых продуктов питания, и мы самолетами возим в арктическую зону. В наших планах это достичь постоянного круглогодичных запасов именно на этой базе, и мы надеемся, что наши мандарины, которые придут с Турции, это будут самые низкие цены на самый качественный продукт, который будет представлен на рынке города Иркутска. То есть был заключен напрямую контракт? Напрямую, прямо с экспортером, с тем человеком, с той компанией, которая сама выращивает, сама перебирает и торгует практически со всеми регионами не только России, но и с другими странами. Ну вот в этой половинке у нас мы храним на сегодняшний день картофель. Тут порядка всего осталось 100 тонн. То есть это остаток? Остаток, да. Осенью мы заложили 700 тонн картофеля, 100 тонн капусты, 50 тонн моркови, 50 тонн свеклы, и как бы ударно все отвезли на север. Последними крайними турами арктической навигации на кораблях увезли. И вот сейчас вот на самолетах тоже в те районы, где еще не успели построить торговые центры, отправляем. Ну, после зоны погрузки, значит, мы сюда вынесли офисное помещение, а тут будет у нас фактуровочная, которая будет тоже ориентироваться, ну, будем расширять оптовые продажи на рынке города Иркутска. То есть, и вот мы осенью
заложили репчатый лук. То есть он был закуплен в сентябре месяце. Вот, по такой технологии хранения он достаточно качественно лежит. Мы раз в 2 То есть недели, долго может храниться, да? да, раз в 2 недели перебираем. И, ну, считаем, что зимний лук, который куплен в сентябре, он спокойно лежит до нового, до сегодняшнего числа, но дальше будем посмотреть. Я слышал, что раньше доставка производилась путем наемных водителей, да? А сейчас как это происходит? Ну, сейчас мы купили 4 единицы техники новой. С прошлого года мы попробовали, у нас получается. И экономия тех денежных средств, которые происходят, когда эксплуатируешь собственный транспорт, позволяет увеличить количество рейсов и физический объем доставляемого груза. Кроме экономии денежных средств происходит такое понятие, как контроль качества. То есть уже ты контролируешь свою машину, свой груз, качество, температурные режимы, чтобы с минимальными потерями доехать до места. Ну и окончательно вот тут мы, нынче мы вот отремонтировали, мы где-то к концу января все это доведем до ума. Тут будут стоять камеры под яблоки, под иные фрукты, скажем так, и они все будут с регулируемым микроклиматом, который будет держать соответствующую температуру. Так, ну и сейчас идет приемка мандаринов, да? Да, сейчас идет приемка мандаринов, и это все попадет самолетами в арктическую зону. Испытано на себе. Друзья, так как у нас проект испытан на себе, я хотел помочь разгрузить грузовик, да, но Николай Николаевич сказал, давай лучше мы тебя научим, как работать на погрузчике. Это гораздо, думаю, интереснее, поэтому сейчас, как видите, сам Николай Николаевич находится за рулем. Так. Так, я пока слежу за руками и за ногами. Так, справа газ. Левый рычаг — это опустить вниз, если от себя. Так, Соответственно, видимо, если нажать вниз, то подниматься будет вверх. Так, только я пока не заметил, не понял, как переключается вперед-назад. Вот это грузятся яблоки для арктических районов. Там разгрузили уже мандарины. В той стороне огромное количество картофеля. И то это для меня огромное, а на самом деле это только уже остатки. Вот, в общем, к Новому году задача доставить в арктические районы свежие фрукты и овощи. Тормоз и газ. Две педали. Так. А на нейтралке стоит? Это как Тесла, да? То есть, Да, Тесла. Тесла. Вперед, нажми. Вот это, да? Ага, и поехали. А вот это что за рычаг? Это не надо, это ручник. Хорошо. Очень плавно. Можешь посигналить, там сигнал есть? Кстати, рулит заднее колесо, да? Да. Очень необычное ощущение. Так, надо опустить вилку. Вот это вниз, да? Да. Вот так. Вверх. Вот. Вперед. Еще, да? Да. А теперь можно просто задрать вот вилку вверх. Вот это так? Ага, да. Вверх, да? Надо? Да. Нет, А, в нет? обратную. Еще. Чтоб поддон скатился, что. Еще. Всё, Ну все. А ведущее заднее колесо, да? Переднее. Переднее? Еще, да? Еще. Еще? Еще. И опустить. Опускаем. Вверх.
Так, опускаю. Фу, очень волнительно. Первый раз и сразу. Я думал, буду ездить с пустым палетом. А, лучше опустить, наверное, вниз, ага. Еще, да? Очень легкое управление, очень чувствительная педаль, а в то же время очень хорошо управляется. То есть, так, здесь была, по-моему, кочка. И сейчас нам надо заехать на весы. Опускай. Так, ну что, друзья, сейчас был просто непередаваемый опыт. Мне удалось управлять погрузчиком. Ну, ощущения я уже говорил, то есть очень все легко. Единственное, что получается, поддон мы взяли другой немного, и он дает другой вес. Поэтому, я думаю, сейчас должны помочь. 141 600. Так, Мария, она взвешивает и ведет полный учет всех овощей, фруктов, все, что 10 поступает ящиков. на базу Якутавторга. Это очень кропотливая работа, как вы видели, да? Даже тот факт, что этот поддон по размеру немного отличается от тех стандартных поддонов, на которых стоят все фрукты. То есть это требует большой точности, и поэтому все перезавесили все яблоки. Мария, скажите, что самое главное в вашей профессии? Самое главное в моей профессии – это точность. Чтобы все у меня сходилось по весам, по граммам, чтобы весы у меня хорошо работали. И самое главное, чтобы у меня овощи сохранились в таком вот хорошем виде для населения. Я думаю, Мария, вы, наверное, когда приходите в магазин за овощами, вы можете на глаз определить, сколько килограмм яблок вы берете. Есть такое? Ну да, есть такое. Я уже знаю, сколько примерно и качество, и количество. Друзья, вот у Марии рабочее место находится здесь. Кстати, через некоторое время также будут у вас отдельные кабинеты, да, сделаны. Да. Но мы тут увидели хурму. Я вообще удивился, что хурма, она не замороженная, то есть обычная. Свежая. Да, я привык, что прям, ну, там тоже где-то примерно под Новый год иногда хурму беру, и она всегда как кусок льда. Вот. Можно сказать, что я северный парень, впервые держу в руках мягкую хурму. Но это вам отправили на пробу, да? Да, на пробу, если нам понравится, если качество хорошее дошло, вот именно то, что как доходит, да, до нас, чтобы мы в следующий раз заказали побольше для северных. Вот видите, она очень хорошо дошла до нас, как я вижу. Ну, она, да, не мягкая. Такая. Да, ну она мягкая, она должна быть мягкая. Ну, в плане того, что она не испорчена. Не испорченная, да, вот. Хорошо дошла. Семен, знаешь, что подумал? Вот сделают такой скриншот и скажут: Руслан Ачиров объедает детей Арктики. Значит, друзья, вот эта хурма, она на пробу, то есть она не подотчетная. Вот это подотчетное, и оно уйдет в арктическую зону Улуса. Ну, ничего страшного. Ну а хурма вкусная. Друзья, ну что, как видите, в течение всего дня работа в Якутавторге кипит. Сейчас привезли лимоны. Ну, а также у компании есть доставка по городу. То есть любой человек может заказать продукты, овощи, фрукты, муку, сахар и так далее к себе прямо домой. Давайте мы сейчас переместимся в службу доставки. Испытано на себе.
Друзья, мы продолжаем наш рассказ и знакомство с компанией Якутапторг. Это та компания, которая доставляет грузы, продукты питания в арктические северные улусы нашей республики. Но сегодня, в этом выпуске, в этой части выпуска мы поговорим про розницу. Помимо доставки продуктов питания большими партиями в наши улусы, компания Якутапторг также занимается розничной торговлей по оптовым ценам. И далее вы узнаете много интересной и полезной информации. Ну а я испытаю на себе работу, начиная от подачи заявки до доставки продуктов питания до адресата. Ну что, давайте пройдем в магазин. Сейчас посмотрим, как это все работает. Здравствуйте. Так, ну что, друзья, сейчас мы находимся в отделе сбыта, и познакомьтесь, это Нургуяна. Она принимает и формирует заявки от покупателей. Нургуяна, можете вкратце познакомить нас с процессом и в чем ваша работа состоит? Через 2 ГИС вот принимаем заявки. Вот как раз телефон. Алло, магазин. Здравствуйте. Сахар после обеда поступит. Ага. Да, будет. Да, кстати, надо сказать, что именно сегодня у нас 15 декабря, это время съемок, открылась переправа до 10 тонн, и буквально будет поступление, да, большой партии сахара. Тот сахар, который мы видели и разгружали из товарного вагона. То есть по 2 ГИС можно сделать заявку, Да. Нужно найти Якутапторг, да, и потом перейти в раздел. Раздел там цены есть, в корзинку там добавляете, и вот поступает к нам через 2 ГИС, через WhatsApp. Вот. Заявку уже заявки в вот печатном виде. принимаем. Да. Потом вы перезваниваете. Да, перезваниваю, переспрашиваю адреса, способ оплаты. Все. Сейчас давайте предлагаю начать именно вот с подачи заявки. Попробуем показать, как это происходит. Для этого вам нужен будет всего лишь ваш телефон с установленной программой 2 ГИС. Здесь находим Якутапторг и заходим в меню цены. Кстати, если вы наберете больше 3000 рублей заявку, то доставка будет бесплатная. А если до 3000, то сколько стоит доставка? 200 рублей. 200 рублей по городу. Так, ну вот и я думаю, можно завершить подсолнечным маслом. Sunny Gold, кстати, 140 рублей. Очень хорошая цена. Ну а, кстати, сахар, он будет сегодня после обеда. Но если вам интересно, то стоит 5 килограмм, стоит 320. Так, ну что, сейчас мы проверим, как работает вот эта связка с программой 2 ГИС. У меня товаров 12 штук. Проверяем и оформить заказ. Так, пишем имя, номер телефона, адрес электронной почты. Наверное, не обязательно, да? Или обязательно? Не обязательно. И комментарий. Комментарий напишем «Здравствуйте». Отправляем заявку. Так, нет, пожалуйста, укажите электронную почту, говорит. Сейчас. Все, заявку отправляем. Заявка отправлена. С вами свяжется компания. Сразу пришло. Вот Руслана, да? Да, Ну, Руслана. Гречка, ядрит. Вот. Да, все есть. И далее вы перезваниваете, ну как бы, ладно, мне не надо перезванивать, да? И после этого распечатываете уже Да. заказ. Все работает мгновенно, то есть, да, вы сами были свидетелями. Ну что, сейчас у нас есть немного возможностей поработать сборщиком. Нургуяна, получается, вы принимаете заявки и вы же сделаете... Да, я же сразу собираю. Собираете. Заявки, да. На данный момент есть какие-нибудь заявки, которые нужно собрать? Да, есть. Вот. Вот Есть две заявки, да. Угу. Хорошо. Вот уже оформила, которую я уже. Так, ну что, у меня на руках есть заявка, которую нужно собрать. Здесь достаточно много наименований.
понадобится тележка. Если, соответственно, доставка розничная, то есть там наименование штучное, то она собирается прямо в торговом зале. Так, начнем с масла подсолнечного Sunny Gold. Знаете, как будто это список мне супруга дала перед Новым годом. Мне нужно все собрать. Так, масло подсолнечное. Уже проблема. Смотрите-ка. Масло подсолнечное ищем. А, там далеко, да? А вы так по списку, да, собираете? По одной? Лучше, да, чтобы не путаться. Поэтому... Так, мне подсказали, что масло подсолнечное там. А, прям в коробках. Масло подсолнечное Sunny Gold 2 штуки. Раз. 2. Можно вычеркнуть. Чир свежезамороженный летний 3 штуки. Чир, вот. Так, чир. Цена 345 рублей за килограмм. Вот этот стоит 312. 3 штуки. 2. Знаете, друзья, я уже немножко такой, я вообще не особо люблю по магазинам ходить, да? То есть я бы с удовольствием оформил заявочку, то есть, и чтобы мне ее привезли. Чтобы вы понимали, я по списку дошел только даже еще 1/3. 1/3, наверное, даже нету. Так, следующий сахар, песок 10 килограмм. Песок. Так. Не засекал я время, но, по-моему, достаточно продолжительное время ушло на то, чтобы собрать. Еще до конца не собрали, потому что нужно уточнить по сгущенке. И на складе взять ягоду протертую облепиху, пельмени гурман великосочные, халву Тимоша уточнить и горошек зеленый стоев. Так, продолжаем сборку. Так, ну что, заявку мы собрали, соответственно, через некоторое время, уже, скорее всего, после обеда, ее доставят до покупателя. Но пока я ходил по залу, собирал заказ, заприметил для себя несколько товаров, которые хотел бы тоже, пользуясь моментом, приобрести. Значит, тушенка по 125 рублей. Думаю, это очень привлекательная цена. Возьму 2 баночки. И здесь, кстати, есть еще и наша местная тушенка. Говядина тушеная из Хангаласского улуса. Причем, обратите внимание, цена производителя 140, а здесь по 125 рублей. Возьмем 3 штучки. Так, дальше. Был в том заказе индийский чай, причем, скорее всего, не зря. Это очень хороший чай, листовой, и стоит всего 38 рублей. Будем к Новому году заваривать вкусный чай. Репчатый лук, цена вообще 45 рублей, друзья. Супер цена, лук мы любим. Кстати, мне подсказали, что картошка здесь алюкминская, морковка из Жатая и овощи от Саюри. Так, и что-нибудь сладкое к чаю. Раз уж мы взяли чай, то к чаю можно взять вот такой вот лимоны, протертые с сахаром. По 90 рублей вот такая банка весом почти, больше полукилограмма. Так, и мне порекомендовали вот этот сок Волжский Посад. Это очень вкусный. Так, яблоко, виноград, давайте возьмем мультифрукт и яблоко, персик. Попробуем. Так, ну что, друзья, все, продукты даже домой я себе приобрел. Сегодня просто отличный бонусный день. Но впереди у нас еще доставка. Покажем вам, как доставляется продукция, заказ до адресатов, до покупателей. Испытано на себе. Друзья, ну а сейчас мы находимся позади магазина базовый. Здесь вот на таких автомобилях загружаются все заказы, заявки в розницу по городу, не только частным лицам, но а также в магазины, где это все доходит далее уже до покупателя. Ну и я думаю, чтобы не отвлекать основных доставщиков, мы возьмем несколько заказов, я думаю 2-3, и сами своими силами развезем по адресатам. Я думаю, будет это интересно.
Ну что, друзья, сейчас в автомобиль загружаются заявки. Как видите, здесь не только заявки для частных лиц, но также оптовая заявка. Очень много мешков сахара, которые мы грузили в Нижнем Бестяхе с товарника. И вот этот вот замечательный автомобиль сейчас поедет по городу и будет производить доставку. Еще раз повторюсь, доставка производится не только частным лицам, но также розничным магазинам, где далее товар уже доходит до покупателей, то есть до нас. Ну что, нам доверили одну доставку, мы должны ее достойно доставить. Так, и, конечно, никогда не забывайте про меры безопасности, всегда пристегивайтесь за рулем. Надо сказать, что работа торгового представителя, вот кто работает на доставке, это, во-первых, материальная ответственность, да, то есть человек должен быть очень внимательным, очень аккуратным и не постоянно быть во внимании. Вот, например, особенно при действиях с наличкой, как у нас в нашем случае, нужно очень хорошо уметь считать. Так, ну что, мы на адресе, значит, это по улице Чайковского, номер квартиры, подъезда, вроде правильно посмотрел. Здравствуйте, доставочка. Ага. Проверите, да? Василий, скажите, вы часто заказываете вот так доставку? Это первый раз. Первый раз заказали? Ну, вообще удобно? Да, удобно. Ну, хорошо очень. Это, думаю, для людей удобно, как бы сейчас в 21 веке. Заказал, например, и сам не идешь, звонишь там через интернет, например, в соцсети, да. И, ну, удобно, хорошо. Ну, я так в вашем случае понимаю, у вас травмированная нога сейчас, да? Да, у Поэтому... меня сейчас нога вот беспокоит. Если бы не нога, то все отлично было бы. Ну, то есть, получается, вы, не выходя из дома, грубо говоря, взяли, заказали? Да, и... просто взял, заказал. Да. Отлично. Ну, так удобно, я думаю, считаю. Ага, вас также? Спасибо. Так, ну что, друзья, как видите, очень действительно удобно. Вы можете заказать продукты. Доставка сейчас вообще, в принципе, распространена, да, в связи с последними мировыми пандемийными действиями. Вот, в этом есть, конечно же, и небольшие плюсы. Друзья, ну что, это был очередной выпуск передачи «Испытано на себе». И из этого выпуска, я думаю, вы подчеркнули много интересной и полезной информации. Особенно мы с вами узнали, как доставляются продукты питания до самых северных арктических районов нашей республики. И какие сложности возникают. Что это, я думаю, что мы узнали, что это достаточно кропотливый труд. Ну а за моей спиной находится офис компании «Якутопторг» и оптово-розничный магазин в городе Якутске. И благодаря этой компании продукты питания доходят не только до самых арктических районов Республики Саха-Якутия, но также до порога наших горожан благодаря розничной доставке. Это была передача «Испытано на себе». Берегите себя и, конечно же, поздравляем всех с наступающим Новым годом. До новых встреч! Испытано на себе.